Виктор Аргун, Леонтий Шакирбай, Виталий Попков, Тимур Язычпа, Дмитрий Осия, Мэри Авицба и другие абхазские летчики самоотверженно защищали небо и землю в годы Великой Отечественной. Более 40 имен, 40 судеб уроженцев Абхазии вписано в летопись войны и победы. В Государственном музее боевой славы теперь появился стенд с именами абхазских авиаторов. В преддверии того самого праздника со слезами на глазах Музей боевой славы организовал встречу родственников абхазских летчиков и действующих военнослужащих ВВС со школьниками столичных школ. Мероприятие посвящено памяти абхазских летчиков, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Это пилоты-истребители, это пилоты бомбардировочной авиации, штурманы, стрелки-радисты, пилоты экипажей авиации дальнего действия, а также технический персонал, который непосредственно не поднимался в небо, но мы знаем, что каждый самолет возвращался на аэродром, там его ждали техники, там его ждали авиамеханики, которые в случае необходимости делали все возможное для того, чтобы самолет привести в надлежащее техническое состояние и вновь поставить в строй. Они тоже воевали. Они тоже находились под вражеским огнем, поэтому мы не имеем права их как-то из этого исключать. Среди тех, кто пришел на встречу, родственники летчиков-героев Дмитрия Осия, Виктора Аргун, Шамиля Пабба, Датико Ласурия. Родной брат последнего, председатель Ассоциации писателей Абхазии Мушни Ласурия, рассказал о нелегкой судьбе авиатора. В 1939 году Датико ушел в армию, позже он закончил специальные авиакурсы в Казахстане и в Великую Отечественную уже был летчиком 51-го минно-торпедного авиаполка. За год до окончания войны, возвращаясь с боевого задания, его самолет был подбит врагом. Самолет был подбит сильно, и возвращаясь вместе с другими товарищами, погиб при исполнении своих воинских обязанностей. Об этом была похоронка у нас, получили мои родители, это в 1944 году. Отец и мать до конца своей жизни не верили, думали, что он еще жив. И уже в 70-х годах нам стало с помощью следопытов ленинградских о месте захоронения. И мы с семьей, я со своей семьей поехали туда, со своим младшим братом и семьями, и посетили это место. Пусть и геройская смерть 25-летнего Датико стала для семьи Ласурия безмерным горем. Свою боль потери Мушни Ласурия передал в стихе, посвященном погибшему брату-летчику. С врагами смело бился солдат мой старший брат, и все ж не воротился, погиб за Ленинград. Живу я брата слово, души своей храня, звучит сурово, не забывай меня. Ушло, умчалось детство, ликуя и звеня, осталось лишь наследство, не забывай меня. Историю своего отца Дмитрия Осия рассказал присутствующим герой Абхазии Леонид Осия. Так, по его словам, в семье деда было 12 детей. В 1941-м на фронт ушли 5 родных братьев. Среди них был и его отец Дмитрий Осия, который сражался за победу в 222-м дальнебомбардировочном авиаполке. В его же составе принимал участие в штурме Берлина. Пройдя всю войну, Дмитрий Осия стал одним из немногих летчиков такого класса, кому удалось встретить великую победу 1945-го. То есть встретил войну, как говорится, в армии с первых дней. Но в первые дни войны он тогда еще был техником, еще не летал. И, конечно же, пришлось пережить очень много интересных вещей, рассказывал он это. Кстати, он сам написал книгу, повесть о моей жизни. После войны, наша, я имею в виду, мы ее издали, где он описал очень все полностью, весь свой путь, который он прошел.
чем сегодня я могу гордиться своим отцом. Слушали рассказы и задавали вопросы учащиеся сухумских школ. Ребят интересовало то уже далекое, тяжелое, но родное и важное время, когда каждый бой и каждый солдат приближали победу. О ней, долгожданной и оплаченной миллионами жизней в завершении встречи поколений, рассказал документальный фильм «Война и воздух» из серии «Великая война». Анастасия Никонова, Сестракуа Гухава, Абаза ТВ.